В любом государстве может возникнуть чрезвычайная ситуация в виде природных или техногенных явлений, аварий, катастроф, стихийные и иные бедствия. Распространение пандемии коронавируса также является чрезвычайной ситуацией. Это может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, ущерб окружающей среде. Полностью может быть нарушена жизнедеятельность людей. Но в случае более серьезной опасности может быть введен режим чрезвычайного положения. Государство в такой ситуации принимает меры для защиты населения, защиты материальных и культурных ценностей страны. В условиях чрезвычайной ситуации у населения всегда возникают права и обязанности. Они закреплены в законе Кыргызской Республики о гражданской защите, а в случае чрезвычайного положения могут возникнуть дополнительные обязанности. Права населения Кыргызской Республики в условиях чрезвычайной ситуации. Защита жизни, здоровья и личного имущества. Бесплатное медицинское обслуживание и лечение в зоне чрезвычайной ситуации. Использование имущества местных госадминистраций, органов местного самоуправления для выполнения задач гражданской защиты. Вступать в состав добровольных формирований. Быть информированным о риске, которому можно подвергнуться в определенных местах пребывания и мерах безопасности. Принимать участие в мероприятиях гражданской защиты. В случае ликвидации последствий имеет право на получение компенсации или льгот за работу в зоне чрезвычайной ситуации. В период чрезвычайного положения гражданин имеет право покинуть дом лишь для покупки необходимых продуктов или лекарств. Также гражданин не может быть уволен с работы по собственному желанию, кроме уважительной причины. Но есть и обязанности. Принимать меры по обеспечению собственной безопасности, соблюдать меры безопасности в повседневной жизни, изучать способы защиты населения, приемы оказания первой медицинской помощи, правилами пользования индивидуальными средствами защиты, оказывать содействие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, информировать органы гражданской защиты об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. Введение чрезвычайного положения еще больше ограничивает права людей и возлагает большие обязанности. Дополнительные обязанности могут возникнуть в связи с введением комендантского часа. Они также должны исполняться. Комендантский час устанавливает запрет находиться на улицах или иных общественных местах. Очень важно выполнять все рекомендации государства и коменданта для обеспечения своей безопасности, безопасности семьи, безопасности близких и родных. Помните, данные рекомендации сохранят вам жизнь и здоровье.